Самое интересное, конечно, на этой неделе – это борьба Роскомнадзора с Телеграмом. Это была такая эпическая битва, что пострадали все. По-моему, незадетым не осталось там никого. По площадям Роскомнадзор мочил по площадям, замочил всех, а Телеграм до сих пор еще живой и до сих пор бегает. Давайте почитаем сводки с этого поля боя. После блокировки Telegram пытается настроить ее обход. Для этого он решает использовать несколько десятков IP-адресов Amazon. Каких, конечно, неизвестно. Роскомнадзор узнает об этом и блокирует на всякий случай 655 тысяч IP-адресов Amazon. Первые итоги. В Москве отрубились кассы у магазинов Dixie, потому что магазины как раз были на каких-то из этих 655 тысячах айпишников. Сюда же пара крупных банков, несколько частных клиник и т.д. и т.п. Убивайте всех, Господь разберется. Ранее заблокированные на территории России торренты RuTracker, сайты Kasparov.ru, Granny.ru и Спутник и Погром снова заработали. Предположительно, это произошло из-за того, что надзорное ведомство направило все свои ресурсы на блокировку мессенджера Telegram, конечно же. А вот моя любимая новость. Роскомнадзор открыл доступ к порнокомиксам. В погоне за Telegram государственный регулятор утратил контроль над ранее запрещенным контентом. В России теперь снова доступны порнография, онлайн-казино и энциклопедия экстремизма. Как следует из реестра запрещенных сайтов, по состоянию на 17 апреля Роскомнадзор внес в список 121 тысячу ресурсов. Последними в реестре значатся доменные имена, имеющие отношение к Telegram. Они недоступны. Но случайная выборка ресурсов ниже по списку показала, что в настоящее время российскому пользователю возвращены, например, цветные порнокомиксы, рисованная и документальная порнография, сайты наиболее радикально настроенных против действующей власти оппозиционеров, проукраинские и проамериканские сайты, интернет-сборники ультраправых идей и другие. Все усилия Роскомнадзора к 17 апреля брошены на блокировку IP-адресов, с помощью которых функционирует Telegram. К 6 вечера их количество составляет 16 миллионов, и объем такой работы не может не сказаться на других направлениях регулятора. Его собственный сайт сегодня тоже работает с перебоями, а последнюю пару часов вне доступа. Пользовательский контент Telegram, наоборот, показывает рост популярности.